Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Представители общественных объединений со всей республики, главы муниципалитетов, органов исполнительной власти, эксперты из других регионов страны соберутся в эти дни в Якутске на гражданский форум. В этом году он пройдет под девизом «Консолидация во имя будущего». О чем будут говорить, что обсуждать и что волнует общественность Якутии сегодня, мы поговорим с гостем в студии. Это заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Елена Шудря. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый, наверное, вопрос. Какую цель преследует гражданский форум 2019 года? Как всегда, гражданский форум преследует главную цель – это общение наших граждан с властью. Это главная цель, это огромная переговорная площадка, потому что за прошедший год в очередной раз у нас появились новые проблемы, новый какой-то опыт, новое видение. И, конечно, общество должно сверяться с тем, как работает наша власть. Власть должна прислушиваться к запросам каждого гражданина. И для этого проводятся такие замечательные гражданские форумы, где мы можем высказать, как граждане, свои предложения тем, кто облечен властью, и те, кто облечен властью, могут выслушать, сказать свою точку зрения и, может быть, найти вот эту золотую середину. Вот уже на протяжении 8 лет Общественная палата является инициатором проведения этого гражданского форума. Вот скажите, из года в год основные цели, основные вопросы, основные задачи меняются или все-таки они стабильны из года в год одно и то же? Основная задача, она как бы сохраняется, цель сохраняется, но темы гражданских форумов, они меняются, потому что каждый год у нас появляются какие-то новые актуальные проблемы. Если в прошлом году мы говорили о том, что пора действовать, время действовать, и очень большое количество вопросов мы посвящали тем активным нашим общественникам, уже сформированным НКО, и те, кто еще хотели эти НКО создать, и те, кто уже в этом прошли определенный путь и имели опыт. Мы делали площадки как по обмену опытом, обучали людей, как писать гранты, как делать заявки и так далее. И была очень большая работа именно по помощи нашим общественникам, нашим гражданским активистам в плане того, что как действовать, если есть желание, если есть энергия, как эту энергию направить в нужное русло и как найти поддержку у власти. В этом году у нас форум пройдет под уже другим девизом. В нашей республике объявлен год консолидации, и мы хотим усилия власти и наших гражданских активистов объединить максимально с той целью для того, чтобы достигнуть тех желанных результатов, но за самые короткие цели, максимально эффективным способом. И у нас будет организовано несколько площадок, на которых мы будем проводить работу по направлениям. Вот вы говорите, основные цели и задачи из года в год одни и те же, но темы меняются. Какая тема, если говорить о форуме этого года, будет заглавной, основной? Тема гражданской консолидации. То есть год консолидации, и мы идем по этой теме. Будут разные площадки. Допустим, на площадке «Гражданская энергия» мы уже предполагаем подписание соглашения. Мы предполагаем постановку серьезных задач, таких как экологическое направление. Мы будем рассматривать волонтерское движение, патриотическое направление. То есть мы будем те вопросы, которые общество уже, скажем так, поднимает все выше и выше и требует серьезного рассмотрения этих вопросов, мы будем поднимать на этой площадке. Другая площадка – родные города и села. Мы будем говорить о том, какие проблемы в наших городах, о чем говорят наши сельчане и что их волнует. А также площадка «Открытая власть». Это будет просто непосредственно переговорная площадка наших общественников и власти. Что нас волнует, какие вопросы сегодня стоят остро и что нужно решать в первую очередь. И я думаю, что каждый гражданин, который хотел бы высказать свою точку зрения, может прийти и эту точку зрения озвучить, познакомиться с точкой зрения других наших гражданских активистов. Ну а если оглянуться назад, 8 лет уже Общественная палата инициирует проведение гражданских форумов, какие самые яркие примеры удачного сотрудничества и взаимодействия власти и общественников можно вспомнить? Но самое удачное – это то, как наши общественные организации
стали принимать участие вот в грантах Российской Федерации и уже стали получать серьезную материальную поддержку. Ведь начиналось все вот буквально с нескольких проектов, которые выходили на уровень Российской Федерации. Мы видели некоторую даже, может быть, уязвленность, что те территории, где, несмотря на их размер, но проживает небольшое количество людей, получали небольшое количество денег пропорционально проживающим, вне зависимости от качества проекта, который подавался. И вот были форумы, на которых мы это обсуждали, приглашали специалистов соответствующих, значит, для того, чтобы они нам рассказали, именно представителей вот этих вот ресурсных, значит, источников, которые выдавали гранты. Именно вот администрация гранта Российской Федерации, администрация президентских грантов приглашали, проходили, значит, обучение, спрашивали, а что нам не хватает для того, чтобы двинуться вперед. И вот это вот, ну, яркое такое событие, когда мы видим, что действительно есть продвижение. Кроме того, вот интересный вот момент участия наших гражданских активистов в проекте «Мои идеи Дальнему Востоку». Мы тоже очень ярко прозвучали на вот различных площадках в ДФО. Мы посещали вот различные форумы, которые проходили. И действительно были отмечены, что наша Республика Саха-Якутия отличается тем, что наши активисты, наше население очень активно включаются в различные такие вот проекты, принимают участие. Причем проект это вот один другого лучше. И действительно, не всегда мы стоим с протянутой рукой, помогите нам, у нас чего-то не хватает. А чаще всего мы говорим, у нас что-то получилось. Посмотрите, какой у нас прекрасный опыт. Мы готовы поделиться, и это очень радует. Ну вот накануне гражданского форума, который откроет свою работу завтра в Якутске, в каких муниципальных районах уже прошли гражданские форумы в этом году? В этом году мы были в нескольких наших улусах. Наш вот полюс севера, Аймиконский улус принимал наш форум. Столица, значит, наших золотых, вот, значит, золотодобычи Алдан. Очень интересно прошел форум, очень ярко выступали вот наши общественники. Очень интересно прошли два форума в Кобяйском и Горном улусе. И вот эти вот форумы, они собрали более 500 человек. И люди приходили действительно очень заинтересованные, готовые высказать свои предложения, проблемы. И вот этот форум, который состоится завтра, это как будет вот итоговый форум, который озвучит все те вопросы, которые мы услышали на местах. И я думаю, что и еще какие-то вопросы мы поднимем. Но вот все-таки география, я так понимаю, проведение форумов достаточно обширна. На местах вы уже услышали какие-то проблемы от общественников. Какие вопросы больше всего волнуют сейчас людей в нашей республике? Конечно, всегда ярко откликаются наши жители на вопросы экологии. Всегда очень ярко, всегда какие-то есть проблемы, которые нужно решить, или люди готовы вот что-то предложить. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, есть проблемы, которые мы называем проблемы, вот, связанные вот с трезвым, здоровым образом жизни. Люди хотят жить трезво, принимают определенные решения. Вот те территории, которые закрывают продажу алкоголя и так далее, мы видим, вот, что у них уже жизнь налаживается, происходит как бы такая социальная замена, да, то есть вот если люди жили не очень как бы успешно, то при внедрении трезвости, когда трезвость становится уже обычным делом, люди начинают лучше жить и так далее. Ну и, конечно, очень много вопросов, как это сделать, как получить вот такой результат, как пройти эти все этапы. Как, значит, убедить население, значит, друг друга и так далее, что так жить будет лучше. А опять же, очень много вопросов, таких проблем, как, допустим, в Алдане у нас прозвучало, это вот расселение наших детей вот из детских домов. Да, ну, это была очень серьезная проблема, с которой мы столкнулись. А также, допустим, вопросы молодой семьи. Конечно, они всегда актуальны, потому что у молодых проблемы с жильем, с трудоустройством и так далее. Вот, то есть вот эти все вопросы, мы их слышим, мы на них откликаемся, мы призываем власть эти вопросы решать. То есть сразу даже на местах у нас всегда идет вот в формате такой переговорной площадки. И обязательно на этих даже вот форумах на местах мы обязательно встречаемся с властью и ищем вот точки взаимодействия, потому что всегда лучше решить мирным путем, нежели дойти вот до каких-то уже баталий на площадях и, значит, каких-то дорогих таких вот уже более жестких, значит, формах взаимодействия, когда мы друг друга не понимаем. Лучше договориться, лучше заранее найти эти проблемы, рассмотреть и, скажем так,
хорошо гражданским способом их разрешить. Ну, то есть можно говорить о том, что положительный эффект от проведения форумов на местах, я не говорю о республиканском формате, а на местах в муниципалитетах все-таки есть, и власть слышит людей и решает их проблемы. Да, власть слышит, решает. И самое главное, как бы на будущее мы уже делаем задел, что всегда нужно вот самые острые проблемы скорейшим образом выносить вот на такое обсуждение, на гражданские такие вот площадки, где можно вот эти вопросы решить скорейшим способом. Ну, вот что касается нынешнего форума, какое количество участников предполагается для участия в нынешнем форуме и что для вас, как для общественника, важнее? Все-таки наибольшее количество участников, которые все-таки могут высказаться, там, донести свои проблемы, или все-таки качество работы форума? Может быть, меньше проблем, но будут решено больше? Ну, количество, конечно, нам очень приятно, когда приходит большое количество вот участников, это всегда очень приятно, да, это говорит о популярности вот этих наших гражданских форумов, о доверии и о том, что мы не просто будем говорить, а будем решать эти проблемы. Не просто их обозначили, но и сделаем дорожные карты по достижению тех целей, которые были поставлены в рамках каждого форума. Это очень важно, и поэтому популярность с каждым годом наших форумов растет. Приходят люди, высказывают свою точку зрения, власть слышит, и вот это все начинает работать в плане достижения вот тех целей, которые поставлены. А с другой стороны, вы говорите качество. Конечно, да, нам качество очень бы хотелось, чтобы оно было на самом высоком уровне. Но что такое значит качество гражданского форума? А это и есть достижение тех целей, которые поставлены. То есть услышать, если где-то, возможно, граждане ошибаются, и, может быть, они не так поняли власть, надо, чтобы эта проблема была снята заранее. А если проблема действительно, она очевидна и требует решения, мы хотим, чтобы это решение было самым эффективным. Это самое главное. И действительно, мы вот обозначили уже определенные вопросы, мы уже встречались с теми инициативными группами, которые уже готовы как бы какие-то проблемы озвучить. Но мы и открыты к тем, кто придет и скажет то, что, возможно, мы еще даже не учли. Возможно, какая-то проблема уже появилась, а мы еще ее не увидели. Поэтому мы и ждем, чтобы пришли максимально все, но, к сожалению, конечно, у нас помещение ограничено, мы можем принять 500-600 человек, но, тем не менее, есть возможность по интернету обратиться на вот адрес Общественной палаты Республики Саха-Якутия, поэтому каждый голос будет услышан. Елена Ивановна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам отлично провести этот форум и успехов в вашей работе. Большое спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На целях и задачах гражданского форума мы говорили сегодня с гостем нашей студии. Это заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Елена Шудря. До встречи в эфире.